и что ее больше никто никогда не увидит? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власть начала скрывать расследование и происходящее в Хороге. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Все материалы уголовного дела по обвинению гражданской активистки Ульфат Ханим Маматшоевой в публичных призывах к свержению власти получили гриф «Секретно». Ульфат Ханим Маматшоева была задержана 18 мая в Душанбе сотрудниками ГКНБ и Генпрокуратуры Таджикистана. Осведомленный источник сообщил, что в отношении Ульфат Ханим Маматшоевой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. До своего ареста активистка отрицала свою причастность к недавним протестам в Хороге и Рушане. Источник, осведомленный о деле, сообщил, что все материалы уголовного дела по обвинению гражданской активистки Ульфат Ханим Маматшоевой в публичных призывах к свержению власти получили гриф «Секретно». Дело расследуется следователями Генпрокуратуры и ГКНБ Таджикистана, сказал источник и добавил, что адвокат дал подписку о неразглашении тайн следствия и не имеет права общаться с журналистами. Как вы думаете, почему это дело получило такой гриф? Потому что они хотят скрытно засадить активистку на фоне всего происходящего. Как вы думаете, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Власти Таджикистана 17 мая обвинили гражданскую активистку наряду с Маматбакиром Маматбакировым и Алимом Шерзамоновым в организации акции протеста в Хороге. Спустя день МВД Таджикистана сообщило, что члены террористической группировки были обеспечены оружием и боеприпасами под руководством и при финансировании находящихся в розыске члена экстремистской террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Халбаша Халбашоева и Ульфат Ханим Маматшоевой. Активистка в беседе с журналистами в Душанбе назвала все обвинения в свой адрес беспочвенными. По ее словам, она не причастна ни к каким противозаконным действиям и на прошлой неделе побывала в Хороге в рамках общественного проекта, который не имеет никакого отношения к протестам. После интервью на журналистов напали неизвестные. Местонахождение Халбаша Халбашоева, бывшего мужа Ульфат Ханим Маматшоева, пока неизвестно. В это время Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало список 19 жителей Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области, которых считают членами организованной преступной группировки, террористических и экстремистских организаций. Ведомство сообщает, что все они сдались добровольно. Пресс-служба МВД Таджикистана сообщает, что эти люди с 15 по 18 мая участвовали в акциях протеста в Рушанском районе. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным из-за отсутствия телефонной и мобильной связи в Рушанском районе, а близкие задержанных и подозреваемых избегают беседы с журналистами. В опубликованном МВД 23 мая списке лиц, сдавшихся добровольно сотрудникам милиции, значится Амирбек Каябеков и Нуридин Саидов, бывшие руководители запрещенной партии Исламского возрождения Таджикистана ПИФТ в Рушанском районе, а также 15 членов преступной группы Халбаша Халбашова. Руководители ПИФТ, находящиеся в Европе, подтвердили, что Каябеков и Саидов в прошлом возглавляли Рушанское отделение партии. Тем временем источники, близкие к правоохранительным органам Таджикистана, сообщили, что 7 бойцов ОМОН МВД Таджикистана пропали недалеко от Рушана. Два источника, которые предпочли остаться неназванными, сообщили, что неизвестна судьба 17 человек, которые 3 дня назад выехали из Душанбе в сторону Гбао. Сообщается, что также неизвестно местонахождение Юдгора Гуламхайдарова, бывшего командира одного из подразделений полевого объединения таджикской оппозиции Мирзо Зиева и 20 его соратников. Гуламхайдаров является главным подозреваемым в организации протеста в Рушанском районе. Как вы относитесь к тому, что внезапно убивают людей, они пропадают и их дела находятся под грифом «Секретно»? Как вы думаете, что творит наша власть? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.